Всем привет! Очередная суббота, дорогие телезрители, значит, самое время окунуться в мир интернета и узнать, что происходит там интересного. А над забавными новостями можно даже и посмеяться. Это рубрика «В сети». Начнем! Ну, во-первых, республику просто завалило снегом, просто накрыло белыми хлопьями. Если катание на коньках до этого выглядело так красиво, то сейчас оно выглядит примерно вот так. Как видно, народ не сдается. Хотим кататься, значит, будем кататься. И никакой снег нам не помеха. А для кого-то снег – это отличный повод, чтобы позакаляться. Так, например, казанские каратисты устроили снежный забег. Детей уже с детства готовят к суровой жизни, что им придется босиком по снегу бегать. В Казанском подземном переходе была замечена толпа школьников. И вы спросите, что они там делали? Ответ прост. Там устроили импровизированный концерт известной исполнители Рауф и Файк. А вы говорите, молодежь ничем не заинтересовать и не собрать. Надо просто методы знать. Только вот непонятно, это называется мини-концерт или все-таки несанкционированный митинг? Каждый год в республике придумывают новые решения того, чтобы украсить города к Новому году. Но в Казани в этом году пошли дальше. Горящие провода – новый тренд. А что? Выглядит очень зрелищно и красиво. Самое главное, никто не пострадал, но все равно, друзья, будьте осторожны. И, кстати, тоже уже можете начать украшать свои дома огоньками. Только, пожалуйста, не горящими проводами. Рубрика «Самая танцевальная республика». В Набережных Челнах замечен очень даже, кстати, классный танцор. Вы спросите, почему он в маске? Ну, друзья мои, за такие танцы в Челнах такое с людьми делают, так что лучше оставаться инкогнито. На снежных улицах Казани замечен очень интересный персонаж. Видимо, кто-то решил заказать очень свежего гуся, и он оказался настолько свежим, что встал и побежал гулять. А сейчас наша традиционная рубрика «В сети» с президентом. Неделя президента в Инстаграме по классике начинается с площади Свободы. Затем кадр с братом, именно так он подписал. Далее у президента большой интерес вызвала международная выставка «Машиностроение, металлообработка, сварка». Затем у нас идет традиционная азбука важных слов. Гаиля. Семья. Гаиля никадар нык булса, аннан килгән җылылык шул кадәр көчле була. Сабырлык. Терпение. Максат. Цель. Максат. Тормыш юлы көрсеткече. Также президент поздравил нашу землячку Инессу Клюкину, которая стала лучшим добровольцем России. А поздравил ее лично президент Владимир Владимирович Путин. Проект «Творческая инклюзивная студия «Эмоция». Инесса что-то шепнула президенту на ушко. Нам удалось связаться с ней, и сейчас мы узнаем, что же такого она ему сказала. Арман, привет. Да, я так шепнула на ушко президенту, что даже без голоса осталась. На самом деле сейчас многих интересует этот вопрос. Я решила придумать какую-нибудь классную легенду, но пока не придумала. Поэтому наши зрители могут мне в этом помочь. Я жду через тебя интересных предложений. Специально для рубрики «В сети». Спасибо большое, Инесса, и желаем тебе дальнейших побед. А сейчас топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте итоговое сочинение, которое писали 11-классники на этой неделе. Надеюсь, что у всех зачет и все допущены к сдаче единого государственного экзамена. Вторую строчку занимает премьера мультфильма «Холодное сердце 2». Вторая часть доброго мультика уже на экранах. И замыкает топ-бой Емельяненко и Кокляева. Емельяненко в первом же раунде отправил Кокляева в нокаут. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, фото и видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока!